отделении интенсивной терапии новорожденных. Журнал Tropical Medicine and Infectious Diseases, импакт-фактор журнала за 2023 года 3 балла, опубликовано 19 марта 2024 года. План презентации, аннотация, резюме, введение, методы и материалы исследования, результаты исследования, обсуждения и выводы. Аннотация. Страх пропустить эпизод сепсиса у новорожденных часто приводит к неразборчивому назначению антибиотиков, и для сокращения такого нежелательного назначения предлагается программ назначения препаратов, в то время как разные авторы изучили, как сократить чрезмерное назначение антибиотиков при раннем начале эпизодов сепсиса, используя различные подходы, а поздних эпизодах сепсиса известно меньше. Биомаркеры, такие как реактивный белок, прокальцитонин, интерлейкины 6 и 8, а также при сепсисе, могут играть решающую роль в своевременной диагностике сепсиса с поздним началом, но их роль в рациональном применении противомикробных препаратов требует дальнейшего изучения. Учитывая, что на их уровень могут влиять различные факторы, а новорожденные могут подвергаться длительной терапии, если ожидается, что их уровень вернется к нулю. На сегодняшний день прокальцитонин обладает наилучшими показателями эффективности в этом смысле, если судить по результатам исследований случаев с ранним началом заболевания. Но необходимы дополнительные исследования и протоколы для рационального использования антибиотиков на основе биомаркеров. Посев крови считается золотым стандартом для диагностики сепсиса. Часто положительные результаты посев крови при обследовании новорожденных с подозрением на сепсис были низкие, что означает, что большинство новорожденных, получающих лечение, могут получать ненужные препараты. Новые методы идентификации могут повысить точность посев крови и помочь в сокращении приема антибиотиков. На сегодняшний день, если через 36-48 часов результаты посев крови отрицательные, а состояние ребенка стабильнее, прием антибиотиков следует прекратить. В этом обзорном материале мы приводим короткое изложение своевременных знаний об оптимальном подходе снижения нагрузки на антибиотики при позднем сепсисе у новорожденных. Введение воздействия антибиотиков в первые дни жизни связано с появлением бактерий, множественной лекарственной устойчивости, возникновение несколько трудно поддающихся лечению инфекций, нарушение развития индивидуального микробиота и большой вероятностью развития хронические заболевания и в более позднем возрасте. Таким образом, последствием неправильного применения антибиотиков в неонатальном и в раннем детском возрасте является повышенная смертность, рост острой и хронической заболеваемости и заметное увеличение расходов на здравоохранение. Исключение сепсиса является основной причиной чрезмерного применения антибиотиков. Новорожденными и младенцами младшего возраста в отделении интенсивной терапии новорожденных первый этап развития неонатального сепсиса проходит между ранним сепсисом, который обычно возникает до 72 часов жизни, а поздним сепсисом возникает после 72 часов жизни. Таким образом, различие между двумя типами инфекции основаны на различной природе ответственных за этой бактерии, способе передачи от матери к новорожденному и сроках проявления симптомов, и эта классификация влияет на ведение пациентов и антибактериальную терапию. При раннем неонатальном сепсисе происходит трансплацентарный перенос бактерий от матери к плоду, вертикальная передача инфекции, как при листериозной инфекции или восходящая инфекция через половые пути матери, как при стрептококковой инфекции группы Б, инфекция, вызванная GBS и кишечной палочки. Инфекция ПНС, инфекции поздней неонатальной сепсис в основном вызывается организмами, передающимися горизонтально из окружающих среды, либо из сообщества, либо из больничной среды. Виды стафилококковых инфекций, передающихся с поверхности рук медицинских работников, центральных венозных катетеров или других устройств. Также включают случаи новорожденных в отделении неонатальной помощи с подозрением на сепсис.
В недавней литературе наиболее обсуждаемым подходом к сокращению сроков начала антибиотикотерапии при подозрении на ранний неонатальный сепсис у поздних недоношенных и доношенных детей был калькулятор риска ранний неонатальный сепсис. И наоборот, аналогичное программное обеспечение недоступно для эпизодов поздний неонатальный сепсис в отношении сокращения количества ненужных антибиотиков. Поэтому даже опытные неонатологи часто назначают антибиотики из-за боязни пропустить истинный случай сепсиса без четких диагностических критериев. Поэтому мы должны сосредоточиться на скорейшем прекращении приема антибиотиков в тех случаях, когда они больше не требуются. Цель этого описательного обзора – сосредоточить внимание на вмешательствах, направлениях на улучшение процесса принятия решений и прекращения приема антибиотика при позднем сепсисе и обобщить имеющиеся фактические данные. Материалы и методы. Этот обзор был подготовлен путем поиска статьи в базе данных PubMed по ключевым словам сепсис и новорожденный, сочетание со словами «позднее начало», «антибиотики» или «рациональное использование антибиотиков». 93 найденные статьи подписаны на английском языке и опубликованные до 30 декабря 2023 года, были проанализированы без ограничений по дате или году, месту проведения, дизайну исследования, целям исследования или критериям исключения. Мы также посмотрели списки литературы по выявленным исследованиям, и каждый автор добавил дополнительные ссылки на эту статью, основываясь на своих знаниях в этой области. От определения сепсиса и использования клинических показателей. В отличие от сепсиса у взрослых и детей, при котором происходит органная недостаточность, неонатальный сепсис имеет широкий спектр диагнозов, основанных на результатах микробиологического посева, лабораторные исследования и клинических симптомах. Сепсис подтверждения посевов или определение сепсиса следует отличить от вероятного сепсиса или клинического сепсиса, за которым следует возможный сепсис, как определено в некоторых исследованиях. В частности, диагностика неонатального сепсиса в значительной степени связана с выделением патогенных микроорганизмов из крови или назначением антибиотикотерапии, при котором отсутствует единое мнение относительно определения неонатального сепсиса. Следовательно, наиболее часто используемыми критериями, особенно при отсутствии положительных результатов посева крови, является сочетание клинических и лабораторных симптомов. При этом в разных отделениях интенсивной терапии новорожденных по всему миру наблюдается огромная разница в поведении и назначении препаратов. От определения сепсиса до использования клинических показателей, стандартизация критериев, оценка внутрибольничного инфицирования и необходимости назначения антибиотиков является важнейшей задачей и может помочь сократить количество ненужных назначений. Хотя формулировки «возможный сепсис» или «подозреваемый сепсис» могут быть уместны при первичном исследовании и назначении эмпирических антибиотиков, они не могут быть уместны при первичном исследовании и назначении эмпирических антибиотиков, они не могут служить окончательным диагнозом, подтверждающим необходимость длительного лечения. В таких случаях диагноз всегда следует присматривать, поскольку лечение антибиотиками может быть неоправданным. В 2015 году на третьем международном консенсусном определении сепсиса и септического шока сепсис был определен как опасная для жизни дисфункция органа, вызванная реакция организма на инфекцию, которая сопровождается синдромом системно-воспалительной реакции и может привести к полиорганной недостаточности. Работая группа сосредоточилась как взрослых пациентов с целью разработать аналогичные обновления определений для детей в ближайшее время. Ранее Хоффер и его коллеги оценивали применение критерий СИРС и сепсиса к инфицированным доношенным новорожденным и обнаружили, что только 53% пациентов с сепсисом и положительными результатами анализов соответствовали общему определению.
Временном определении сепсиса основное внимание уделяется наличию дисфункции органов реакции организма как основному источнику заболеваемости и смертности. Новорожденные, нуждающиеся в интенсивной терапии при рождении, затрудняет постановку диагноза дисфункции органов, поскольку нет исходных данных, на основе которых можно было бы измерить изменения после рождения. Более того, недоношенные дети могут быть нестабильны с рождения независимо от наличия инфекции. Неясно, какой метод является наиболее точным для выявления дисфункции органов у недоношенных новорожденных. Положительные результаты посева крови считаются золотым стандартом диагностики, и по имеющимся данным частота положительных результатов посева крови при обследовании новорожденных с подозрением на сепсис составляет около 9%. Это означает, что большинство случаев сепсис исключается на основании действительно отрицательных результатов посева крови. Уин и Полин предположили, что работа проведения по разработке скрининга на сепсис-3 в 2016 году может быть адаптирован к новорожденному. Они предложили автоматизированной электронной медицинской карте оценку неонатальных исследований органов недостаточности для прогнозирования смертности от поздней неонатальной сепсиса у недоношенных детей очень низкой массой тела при рождении. Ньюсофа использует три категориальных показателей. Первый – это общий диапазон баллов от 0 до 15 для объективного описания динамических изменений потребностей в искусственной вентиляции легких кислорода диапазоном баллов 0 до 8 баллов. Второй – это потребности инотропной поддержки при предполагаемой надпочечковой недостаточности или катехоламинергическим шоке, диапазон баллов от 0 до 4 балла. Третье – это наличие степени тромбоцитопении, диапазон баллов от 0 до 3. Оценка выше 4 балла по шкале поздний неонатальный сепсис была связана более высокой смертностью, что подтвердили Флейс и Поджи. В частности, вероятность смерти постепенно увеличилась по мере роста оценки по шкале Ньюсофа. 2 раза при оценке по шкале Ньюсофа больше 2 балла, 4 раза при оценке больше 6, 8 раз при оценке больше 8 и 16 раз при оценке больше 10. Резкие изменения показателей Ньюсофа может стать поворотным моментом прекращения приема антибиотика при отсутствии положительного результата посева, несмотря на отсутствие в сегодняшний день данных продолжительности лечения. Здесь таблица указана оценка последовательной недостаточности органов новорожденных. Здесь указано респираторный балл, и по баллам показано респираторный балл, оценка сердечно-сосудистой системы, гематологический балл, указано в этой таблице по баллам. Однако шкала Ньюсофа, скорее всего, будет расширена и будет включать другие показатели дисфункции органов, которые, как было показано в исследованиях, на основании фактических данных влияют на смертность от сепсиса. Изменение Ньюсофа по сравнению с исходным уровнем Ньюсофа может быть более точным для описания тенденций их к ухудшению. Отчасти это связано с такими факторами, как количество тромбоцитов, которое может быть ниже первые дни жизни, например, у младенцев, рожденных от матери при эклампсии. Кроме того, на оценку могут влиять постнатальные стероиды, и существуют различные причины, по которым новорожденным могут потребоваться постнатальные стероиды, например, в случае интубированных младенцев с тяжелых хронических заболеваний легких или с средором. Напротив, Соков и другие приложили новый диагностический индекс неонатального сепсиса НьюСет, который включает в себя гестационный возраст, реактивный белок, значительные изменения цвета кожи, увеличение печени, сдвиг лейкоцитарной формулы влево и анализ внешней активации тромбоэластометрии. Авторы сообщили об отличной способности различать сепсис и сепсический шок, который было значительно выше по сравнению с показателями Ньюсофа. Этот показатель должен быть подтвержден внешними данными, но мы считаем, что необходимость проведения анализа методов тромбоэластометрии может ограничить широкие применения этого инструмента. Совсем недавно глобальные обсервационные когортные исследования неонатолога сепсиса
включающие данные из стран с низким и средним уровнем дохода, выявлена острая необходимость в клинических испытаниях для инфицирования антибиотиков при неонатальном сепсисе по всем мире. В исследовании приняли участие 3204 ребенка со средним весом при рождении 2 килограмма 500 грамма, от них килограмм 400 и 3 килограмма. Авторы разработали базовую шкалу оценки тяжести НЮСЭП для прогнозирования 28-дневной смертности на основе факторов, известных на момент постановки диагноза сепсис. По шкалу оценка выздоровления НЮСОП для прогнозирования ежедневного риска смерти во время лечения внутривенными антибиотиками на основе ежедневных оценок клинического состояния. В частности, шкала оценки выздоровления НЮСОП больше 4 балла. Это наиболее точно предсказывает смертность и должна быть изучена для использования при снижении дозы антибиотиков. Дальше здесь указана таблица. Здесь указаны факторы и степень тяжести оценивается в баллах. Факторы риска – это масса тела при рождении, время пребывания в стационаре, срок беременности, врожденная аномалия, максимальная респираторная поддержка, температура тела, вздутие живота, вялость, отсутствие или ограниченность движения, трудности с кормлением, признаки шока. Максимальное возможное количество баллов – это 16 баллов. Дальше указана третья таблица. Здесь оценка восстановления НЮСОП. Здесь тоже факторы риска указаны, и степени тяжести по баллам. Факторы риска относятся максимальная респираторная поддержка, температура тела, вздутие живота, вялость, отсутствие или ограничение движений, трудности кормления, признаки шока и цианоз и максимальное возможное количество баллов. Было доказано, что эта клинические шкалы оценки состояния хорошо коррелируют со смертностью, но отсутствие перспективных исследований, подтверждающие их эффективность при назначении антибиотиков. В сентябре 2014 года по феврале 2018 года в отделении неонатологии детской больницы Филадельфия было проведено перспективное исследование для оценки взаимосвязи между временем начала антибиотикотерапии при подозрении или диагнозе сепсиса и смертностью. Среди 1946 случаев сепсиса у 113 новорожденных было выявлено 128 эпизодов явного сепсиса. Увеличение интервала между предполагаемым или определенным диагнозом и введением первой дозы антибиотика было связано со значительным повышением риска смертности через 14, там здесь указано по процентам. И также меньшим количеством дней без инотропов, коэффициента частоты встречаемости 0,91, 90%, индекс 0,84 и 0,98. Не было выявлено связи между количеством дней без искусственной вентиляции легких и продолжительностью пребывания в больнице. Таким образом, авторы пришли к выводу, что у младенцев с сепсисом задержка в начале антибиотикотерапии является независимым фактором риска смерти и сердечно-сосудистой дисфункции. Отсутствие четких рекомендаций в критических клинических ситуациях также породило тенденцию к чрезмерному лечению в отделении интенсивной терапии и трудности с прекращением приема антибиотиков после его начала у пациентов всех возрастных категорий, особенно у новорожденных. Согласно данным многоцентрового исследования ЮМАСР, упомянуто выше 80% из общего числа 405 новорожденных, получивших лечение антибиотиками, в день наблюдения они получали длительную терапию в течение более 72 часов, независимо от результата посева со средней продолжительностью терапии 7 дней. Таким образом, основной проблемой, по-видимому, является определение того, когда следует начинать лечение. Поскольку ставки высокие, промедление равносильно увеличению смертности, если есть подозрение, необходимо начинать лечение и немедленно. Кроме того, мы также должны определить, когда следует прекращать лечение и можно ли доверять биомаркерам через 48 часов. Трудность ответа на эти вопросы приводит к чрезмерному или чрезмерно длительному лечению у значительной части неинфицированных пациентов. Получение большого биомаркеров с высокой чувствительностью и специфической
а также высокие прогностические ценности в отношении отрицательных результатов может помочь предотвратить катастрофические последствия длительного лечения антибиотиками у новорожденных. Кроме того, небольшой объем крови повысил бы вероятность использования этого идеального биомаркера также у новорожденных с низким весом при рождении, например, при быстром выполнении лабораторных анализов, круглосуточном доступе к пациенту и доступной цене. На сегодняшний день не найдено ни одного биомаркера, отвечающего большинству этих требований, и большой биомаркер, по-видимому, не существует или еще не открыт. С-реактивный белок и прокалцитонин является наиболее широко используемыми биомаркерами неонатального сепсиса. Их точно до сих пор вызывают споры. Для диагностики сепсиса в позднем начале измеряют и другие биомаркеры, такие как интерлейкин-6, индуцируемый интерфероном гамма-белок, интерлейкин, ассоциированный с нейтрофильной желатизной липокалин, пентроксин, трисипсин и белок, связывающий липополисахариды, но их клинические применения и ответ на антибиотикотерапию все еще являются предметом изучения. В последние годы используется трисипсин, распространилась во многих отделениях интенсивной терапии с новорожденных из-за возможности его измерения с помощью картативного устройства и очевидного отсутствия искажающих факторов, влияющих на его уровень. Для прокалцитонин и СРБ также доступны портативные методы. Таким образом, выбор конкретного биомаркера для использования и отделения интенсивной терапии новорожденных часто зависит от опыта работы и экономических соображений, связанных с затратами на оборудование. Прокалцитонин значительно дороже, чем реактивный белок, а исследования экономической эффективности трех маркеров СРБ прокалцитонин и трисипсин в этой группе пациентов не проводилось. Реактивный белок – это белок острой фазы, синтезируемый печенью в ответ на воспалительные цитокины, в первую очередь интерлейкин-6, вырабатываемый лейкоцитами в ответ на микробные патогены. Большинство исследований инфекциями с поздним началом пороговый уровень составляет от 0,5 и до 1 мг на децилитр. Уровень реактивного белка повышается через 10-12 часов после воздействия патогена и достигает пика через 48 и 72 часа. Уровень реактивного белка возвращается к норме через 3-7 дней, но на его уровень могут влиять другие неинфекционные воспалительные процессы, например, перинатальная асфиксия или серьезная операция. При назначении антибиотикотерапии новорожденным с подозрением на внутрибольничную инфекцию и рекомендациях НАС рекомендуется всегда контролировать исходный уровень реактивного белка. Последовательное измерение уровня реактивного белка может помочь в ранней диагностике микробных инфекций и оценка реакции на терапию, что позволяет прекратить антибиотикотерапию при снижении уровня реактивного белка. Два уровня реактивного белка менее 1 мг на децилитр, полученные через 24 часа после появления симптомов, указывают на то, что бактериальная инфекция маловероятна, что оправдывает прекращение антибиотикотерапии. Текущие данные свидетельствуют о том, что использование только СРВ и сочетание с другими бактериями может позволить неонатологам с уверенностью прекратить прием антибиотиков на ранней стадии через 24-48 часов после начала. При подозрении на инфекцию, не дожидаясь окончательных микробиологических результатов, пока младенец остается клинически здоровым, хотя это не было демонстрировано конкретными рандомизированными контролируемыми исследованиями. Однако в настоящее время недостаточно данных для мониторинга уровня СРБ для реактивного белка для прекращения антибактериальной терапии при позднем сепсисе. Прокальцитонин, паратироидный гормон, является предшественником гормона кальцитонина,
Ген паратироидного гормона в нормальных условиях экспрессируется почти исключительно нейроэндокринными клетками с клеток щитовидной железы, в то время как вырабатывает паратироидный гормон хранится в коже, что объясняет относительно низкие содержания паратироидного гормона в кровотоке. Во время системной инфекции экспрессия кальция-1 усиливается и, следовательно, экспрессируется во всех клетках организма, что приводит к повышению уровня паратироидного гормона в кровотоке. Прокальцитонин был достаточно чувствительным, чтобы обнаруживать эпизоды сепсиса гораздо раньше, чем реактивного белок, поскольку он определяется через 3 часа после воздействия, достигая пика к 6 часу. Примерно через 12 часов достигается плата, и уровень прокальцитонина возвращается к норме через 2-3 часа. Интерпретация значений прокальцитонина у новорожденных осложняется физиологическим повышением его уровня и первые 48 часов жизни с другими перинатальными факторами, такими как полиомиелит, гипоксия, перинатальная асфиксия и преэклампсия у матери, которые также могут привести к повышению уровня прокальцитонина в сыворотке крови, сравнимому с показателями у новорожденных с сепсисом. Дальнейший нормальный уровень прокальцитонина, там пороговый уровень 0,5 микрограмм на литр при использовании анализа, имеет хорошую прогностическую ценность в отношении сепсиса. Исследование неонатолога прокальцитонина показало, что подход к принятию решения на основе прокальцитонина значительно сокращает время лечения антибиотиком при раннем начале заболевания. Поэтому многоцентровом рандомизированном исследовании 1710 новорожденных, родившихся после 34 недели беременности, и у которых впервые 72 часа жизни были подозрения на ранний сепсис, были включены, и исследования случайным образом распределены в группу лечения на основе прокальцитонина или группу стандартного лечения лечащим врачом. В группе лечения на основе прокальцитонина продолжительность антибиотикотерапии была сокращена. Смертельных случаев, связанных с сепсисом, не было, и у 9 детей, менее 1% из 1710 новорожденных была возможна повторная инфекция. На сегодняшний день по-прежнему нет убедительных доказательств того, что аналогичный подход к лечению сепсиса в отделении интенсивной терапии может снизить чрезмерное использование антибиотиков у новорожденных. Текущие исследования про АБИС, прокальцитонин и продолжительной антибиотикотерапии при позднем сепсисе у новорожденных – это многоцентровые, рандомизированные, контролируемые открытые исследования, в котором сравнивается эффективность стратегии, основанная на прокальцитонине, аспект превосходства и безопасность, аспект не меньшей эффективности по сравнению с обычной стратегией при позднем сепсисе у новорожденных. На момент написания статьи во Франции все еще продолжается набор участников. В исследование включены новорожденных, родившихся после 24 недели беременности в возрасте более 96 часов жизни, с массой тела на момент включения в исследование более 700 грамм. После включения в исследование пациенты случайным образом распределяются в отношении 1 к 1. По продолжительности антибиотикотерапии в соответствии с рекомендациями прокальцитонина экспериментальная группа или по стандарту медицинской помощи контрольная группа, 2 группы там. Концентрацию прокальцитонина измеряет каждые 2 дня, и антибиотикотерапию прекращает, когда уровень прокальцитонина достигает значения ровного или меньшего 0,5. Основной целью является оценка эффективности стратегии применения антибиотикотерапии под контролем ПЦР, а также количество дней между началом и окончанием лечения, включая лечение рецидива, если при его наличии. Вторичные результаты будут включать уровень смертности через 28 дней после рандомизации и количество дней, прожитых без антибиотиков на 28-й день. Интергликин-6 и интергликин-8 – это многофункциональные цитокины, которые участвуют в иммунном ответе, кровообращении и реакции острых
фазой. Интергликин-6 является одним из наиболее изученных цитокинов при сепсисе. Его уровни и циркулирующей крови быстро повышаются в ответ на инфекцию в течение 2 часа после начала бактериями, достигая максимума примерно через 6 часов, наконец снижается в течение следующих 24 часа. Для новорожденных с ранним сепсисом были опубликованы различные результаты, варьирующиеся от снижения продукции интергликин-6 у доношенных новорожденных, что еще более заметно у недоношенных детей, до значений интергликина-6, аналогичных тем, которые наблюдаются у взрослых. Недавно были проанализированы 8488 значений интергликин-6 у 1695 новорожденных, в том числе у 752 недоношенных детей и 701 ребенка с очень низкой массой тела при рождении. Они сообщили, что уровень интергликин-6 в сыворотке крови можно с высокой точностью использовать для появления сепсиса у новорожденных при пороговых значениях 80 пикограмм на миллиметр первый день жизни и 40 пикограмм на миллиметр первую неделю со 2 по 7 день и 30 пикограмм на миллилитр после 7 дней жизни. При сепсисе с началом концентрации интергликин-6 в сыворотке крови быстро снижается до неопределенных значений во время лечения антибиотиками, а высокая чувствительность 98%, прогностическая ценность 98%. Интергликин-6 из реактивного белка указывает на то, что антибиотики можно с уверенностью отменить через 48 часов, не дожидаясь результатов микробиологического исследования при условии, что состояние младенца удовлетворительное. Аналогичным образом интергликин-8 участвует в активации хемотаксиса нейтрофилов, и, как сообщается, он помогает в диагностике и определении тяжести неонатальных инфекций. Согласно результатам метаанализа, включающего 7 исследований с учетом как прокальцитонин, так и с участием как ранний неонатальный сепсис, так и поздний неонатальный сепсис, концентрация интергликина-8 в сыворотке крови, точность для диагностики онтолога сепсиса. Пик концентрации наблюдается в течение 1,3 часов после заражения, а период полувыведения составляет менее 4 часов. Пороговая величина 70 пикограмм на миллилитр для интергликин-6 была определена в ходе предыдущего исследования с помощью анализа крови отклика 882 значения интергликина-6 у доношенных и недоношенных детей. Однако использование пороговых значений интергликин-8 варьировалось в широком диапазоне от 0,65 и 300 пикограмм на миллилитр. Различия пороговых значений могли быть обусловлены методом измерения и временным началом неонатального сепсиса. На сегодняшний день не проводилось конкретных исследований посещения роли интергликин-6 и 8 в прекращении эмпирического лечения, в частности при инфекциях, передающихся половым путем, и выявлении конкретного порогового значения или снижения уровня, которое следует учитывать. В результате необходимо дальнейшее исследование, чтобы определить, может ли использование интерлейкинов безопасно сократить чрезмерное применение антибиотиков. Ресипсин – это растворимый фрагмент рецептора CD14, экспрессируемого на клеточной стенке моноцитов и макрофагов. Он функционирует как рецептор для сложных липополисахаридов и липополисахарид свяжущих белков на внешней стенке грамотрицательных бактерий. После контакта бактериями с CD14 запускает внутриклеточный сигнальный каскад, опосредованно подобно рецепторам 4, что приводит к воспалительной реакции на микроб. Ресипсин образуется, когда плазменные протеазы расщепляют растворимый фрагмент CD14, и во время этой специфической воспалительной реакции высвобождается в сыворотку и измеряется. Таким образом, выработка ресипсина связана с врожденным иммунитетом и фагоцитозом, вызывает
Вызовождение цитокина при сепсисе значительно увеличивается, активирует воспалительный каскад у пациентов с сепсисом и, по-видимому, является самым ранним маркером сепсиса. Действительно, пресепсин присутствует в сыворотке крови здоровых людей и низких концентрациях, но повышается в ответ бактериальная инфекция в течение 2 часов, достигает пика через 3 часа, имеет период полувыведения 8 часов, что быстрее, чем прокальцитонин и СРБ, а также зависит от тяжести инфекции. Поскольку концентрация пресепсин в сыворотке крови постепенно снижается, процесс лечения антибиотиками, этот биомаркер также имеет использоваться для оценки реакции на терапию. Недавние исследования показывают, что пресепсин может использоваться в качестве более точного маркера при неонатальном сепсисе, чем реактивный белок и прокальцитонин. Согласно результатам получения у новорожденных любого гестационного возраста во время первого эпизода подозрения на сепсис уровни ЭОС и ЛОСЭП хорошо коррелировали с тяжестью заболеваний, будучи выше у новорожденных с септическим шоком. Медиана 1557,5 пикограмм на миллилитр, а сепсиса медиана 1361 пикограмм на миллилитр. По сравнению с новорожденными с инфекциями других участников тела, медиана 977,5 пикограмм на миллилитр в момент первого подозрения на инфекцию меньше 0,01. Разные авторы указывали, что уровень пресепсин в сыворотке крови постепенно снижается в течение всего периода антибиотикотерапии, как при внебольничной пневмонии, так и при внутрибольничной пневмонии. Однако пороговое значение специфичности и чувствительности существенно различалось и в зависимости от типа инфекции. В частности, как при внебольничной и так при внутрибольничной пневмонии и метод анализа типа образцов плазма или цельная кровь. На сегодняшний день целенаправленных исследований в роли пресепсин в отмене эмпирической антибиотикотерапии, особенно при внутрибольничной пневмонии. Таким образом, необходимы дальнейшие исследования, чтобы оценить, может ли пресепсин помочь в принятии медицинских решений о начале прекращения антибиотикотерапии новорожденных при сепсисе. Посев крови – это золотой стандарт диагностики инфекции, передающая через кровь, а также краеугольным камнем при приостановлении антибиотикотерапии. Однако его эффективность зависит от преданалогических факторов. Это количество посевов крови, объема крови и каждой проверки для посева и мест забора крови. Второе – это аналитические факторы, это точное выявление патогенов. И третье – постаналогические факторы, это своевременная передача результатов врачам и информирование о возможных загрязнениях. В настоящее время только 9% анализов крови, проводимых для исключения сепсиса, дают положительные результаты, указывают на необходимость наличия клинических симптомов, которые должны проведения анализа крови. Большинство исследований показывает, что для новорожденных достаточно 1 мг крови. Однако иногда рекомендуется брать 0,5 мг, так как это минимальный объем, необходимый для диагностики бактериального сепсиса. Даже если недостаточный объем крови повышит вероятность ложно-отрицательных результатов посева. Это связано с более высокой долей загрязняющих веществ. При позднем сепсисе в большинство отделений интенсивной терапии новорожденных обычно используется только одна аэробная пробирка для бактериального сепсиса, в то время как в некоторых учреждениях дополнительно используются анаэробные пробирки. Кроме того, иногда бывает очень сложно получить достаточное количество крови для более чем одной бутылки у новорожденных детей в критическом состоянии, поэтому были разработаны бутылки меньшего размера, что обеспечит благоприятное соотношение объема бульона и крови для роста большинства патогенов. При наличии центрального венозного катетера по возможности всегда следует использовать двойной катетер и посев периферической крови. В большинстве случаев рост микроорганизмов наблюдается в обоих местах, и при росте патогенов в одном месте следует учитывать риск загрязнения. Здесь указана блок-схема введения новорожденных поздним сепсисом. Новорожденные
подозрения на поздний неонатальный сепсис, должна выполнить посев и назначить эмпирическую антибиотикотерапию. Через 36-40 часов оценить посев крови. Если посев крови положительный, тогда оценивает антибиотикограмму и тип бактерий, грамм положительный и грамм отрицательный. Дальше деэскалация антибиотиков остановит антиграмму и в граммах, или наоборот продолжать прием антибиотиков и усиливать прием антибиотиков. Если посев крови отрицательный, тогда возможно ли альтернативная инфекционная диагностика? Если да, тогда деэскалация антибиотиков, если нет, клинические улучшения, отрицательные биомаркеры. Дальше должны ежедневно прооценивать необходимость антибиотикотерапии. Время для позитива. Традиционная продолжительность эмпирических антибиотикотерапии составляет от 48 до 72 часов, но разработка более чувствительных систем обнаружения сократила время до получения положительного результата в большинстве случаев. Хотя и сообщили, что США медиана времени и до появления симптомов составила 23,5 часа. Здесь интерквартальный размах 18,4, 29,4, при этом большинство случаев симптомы появились в течение 36 часов. За исключением негативных стафилококков, случаи были диагностированы в течение 36 часов. В многофакторном моделе выделения КНС предшествующие лечение антибиотиками были значительно связаны с повышением риска больше 36 часов. Через 36 часов вероятность обнаружения бактериального патогена составляла 1,8%, 95% индекс 1,4% и 2,2%. В случае патогена, не относящегося к УНС, она составляет 0,5%. Аналогичным образом, Гюрти и другие обнаружили, что медиана составляет 21,2 часа при подозрении на потерю сознания, в то время составляет 24 часа при подозрении на потерю сознания в Египте. Дальше повторные посевы крови. Для подтверждения уничтожения патогена или для того, чтобы отличить загрязнение от настоящих бактерий, следует взять повторные образцы крови. В частности, они могут иметь высокую диагностическую ценность для подтверждения исчезновения бактериями, вызванной Aureus, неспособность стерилизировать, показывает, что используемые антибиотики неэффективны против возбудителя инфекции или что существует непознанный инфекционный очаг. Наличие отрицательных результатов повторных анализов, последовательные изменения биомаркеров, внешний вид новорожденного в целом могут использоваться для определения продолжительности терапии и сложных для лечения случаев. Сужение спектра помощи ПЦР-анализа. Посевы крови могут сыграть решающую роль в переходе от комбинированной терапии антибиотиками к монотерапии, сужая спектр нашего лечения, когда становятся доступны результаты посева тестов на чувствительность. Быстрая идентификация микроорганизмов в посевах крови может привести к более раннему назначению соответствующей противомикробной и противогрибковой терапии. ПЦР в реальном времени может стать ценным дополнительным инструментом для диагностики неонатального сепсиса, что подтверждает ранний неонатальный сепсис. Панель фильм АРЭ для идентификации возбудителей крови – это мультиплексный ПЦР-тест, который занимает 2 минуты и позволяет за час поставить синдромный диагноз при инфекции кровотока. Панель Biofire Film Array включает 43 молекулярные мишени, связанные в том числе 15 грамм отрицательных бактерий, 11 грамм положительных бактерий, 7 видов дрожжей и 10 генов устойчивости к противомикробным препаратам. Панель BC2 продемонстрировала высокую точность диагностики по сравнению с традиционными микробиологическими методами.
Если посев крови не дает положительный результат, использование молекулярных тестов, таких как ПЦР, может помочь врачам быстро, менее чем 2 часа, идентифицировать микроорганизм. Это нацеление на один организм или большее количество патогенов. Использование этих панелей может значительно сократить время идентификации по сравнению с биологическим посевом, обеспечение надежную поддержку для подтверждения или исключения эффекта кровотока. Интеграция этих тестов и биологического посева может помочь преодолеть существующие проблемы диагностики даже у новорожденных, когда клинические уязвимость требует быстрого и чувствительного подхода, поскольку существующее лечение антибиотикотерапиями является еще одним известным фактором, влияющим на эффективность ПЦР, который может снизить частоту выявления патогенов при введении антибиотика перед сбором образцов ПЦР. Молекулярные тесты могут повысить вероятность обнаружения патогенов. Это может помочь сузить спектр противомикробной терапии и избежать длительного применения препарата против грамположительных бактерий в случае с грамотрицательными бактериями или, наоборот, ограничить развитие устойчивости к антибиотикам. Антимикробная обработка и автоматические прекращения подачи, например, на 48 часов, чтобы снизить воздействие наркотика и злоупотребления. Программа «Стань умнее» в здравоохранении Центра по контролю и профилактике заболеваний США предложила автоматически приостанавливать прием антибиотиков на 48 часов для определенных видов антибиотиков, особенно для антибиотиков, назначаемых для хирургической профилактики. Далее и другие наблюдались снижение средней продолжительности лечения антибиотиками после введения автоматического прекращения лечения антибиотиками первые 7 дней жизни. При использовании АСО антибиотики автоматически отменилось после заранее установленной конечной дозы, если только врач не отдавал новый приказ о лечении, что требовало совершенно нового приказа. Не было никаких предупреждений или уведомлений о том, что срок действия приказа о лечении антибиотиками истекает. Это изменение рекомендовано для всех антибиотиков, назначаемых при поступлении, и врачи могут изменить это письменные приказы по своему усмотрению. Эта процедура не была связана с увеличением числа побочных эффектов, однако использование этой процедуры АСО было основано на наблюдении, что встречается редко. Влияние этой ранней процедуры АСО на последующее применение антибиотиков и другие клинические результаты еще предстоит подтвердить. Роль лимбальной функции диагностики неонатального сепсиса. Новорожденные более восприимчивы и к менингиту и могут не проявлять типичных симптомов, таких как судороги или выпячивание родничка. Поэтому в некоторых ситуациях при обследовании ребенка на предмет сепсиса следует рассмотреть возможные лимбальные функции. Хотя менингит у таких пациентов более вероятно при наличии бактерий, примерно в третьих случаях менингит возникает при нормальных результатах анализа крови у недоношенных детей. Важной проблемой является то, что лимбальная функция часто проводит после назначения антибиотиков, что затрудняет выявление возбудителя посева спинномозговой жидкости. Однако, учитывая, что полимеразная цепная реакция повышает вероятность положительных результатов анализа спинномозговой жидкости по сравнению с одним только микробиологическим посевом, лимбальная функция по возможности следует проводить до начала приема антибиотиков. Лимбальная функция у новорожденных является безопасной процедурой, в то время как последствия невыявленного менингита могут быть очень серьезными. Если лимбальная функция проводится, она, безусловно, играет роль в определении продолжительности антибиотикотерапии. В случае менингит подтвержденного посевом рекомендуется продолжительность лечения обычно составляет 14-21 день, при этом для кишечной палочки и других менингитов, вызванных грамотрицательными бактериями, рекомендуется не менее 21 дня. Начинают проявляться положительные результаты и более короткие антибиотикотерапии, это 10 дней, но необходимо дальнейшее исследование на более крупных выборках в случае отрицательных результатов микробиологического исследования спинномозговой жидкости и улучшения клинических показателей антибиотикотерапии можно безопасно прекратить. Кроме того, у новорожденных может развиваться септический синдром, вызванный не бактериями, а интравирусами,
парвовирусами, и поэтому раннее исследование спинномозговой жидкости может помочь избежать ненужного применения антибиотиков, назначить терапию внутривенными иммуноглобулинами и правильно диагностировать аномалии головного мозга, которые не выявляются при простом ультразвуковом исследовании черепа. Однако верно и то, что этот тип инфекции характерен для амбулаторных пациентов и обычно не встречается в отделениях интенсивной терапии новорожденных. В настоящее время наблюдается целесообразное и чрезмерное использование антибиотиков людьми с сельскохозяйственными животными. Италия является одним из стран Европейского Союза с самым высоким уровнем потребления антибиотиков, поскольку в секторе здравоохранения средний уровень потребления на 10% выше, чем в среднем по Европе. В отделении интенсивной терапии новорожденных является одним из отделений, где нагрузка на антибиотики наиболее высоко. В каждом отделении интенсивной терапии должна быть группа специалистов, врачей и медсестер, которые с помощью междисциплинарного подхода занимаются рациональным использованием антибиотиков, то есть деятельностью, направленной на наблюдение, проверку и постоянное обучение персонала правильному применению антибиотиков. Использование целенаправленной антибиотикотерапии, сужение спектра терапии, как можно скорее переоценка реальной необходимости на антибиотикотерапии каждые 36-48 часов, разумное сокращение продолжительности антибиотикотерапии по возможности и надлежащее использование биомаркеров инфекции также могут способствовать рациональному использованию антибиотиков в отделении для новорожденных. Когда начинать клинические симптомы остаются отправной точки диагностического процесса, биомаркеры врачам примут решение о незамедлительном назначении антибиотикотерапии новорожденным при подозрении на сепсис. Когда следует прекратить? Это через 36 часов и 48 часов, если результаты анализа крови отрицательные, а состояние ребенка стабильное. Тем не менее, врачам нужно протоколы назначения антибиотиков на основе биомаркеров. На сегодняшний день репетиция является маркером с наилучшими показателями эффективности в этом смысле, согласно исследованию, проведенным на ранних стадиях заболевания. Ресипсин также, по-видимому, является многообещающим показателем для выявления сепсиса у новорожденных, но необходимый для дальнейшие исследования трех биомаркеров – это СРП, прокальцитония и пресипсин, различающихся в случае реальной ранней неонатальной сепсиса и поздней неонатального сепсиса. Всем спасибо за внимание. Рахмет, Ботагөз Бірәліқызы. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Микрофон қос немесе чатта. Коллеги, можете задавать вопросы. Есть вопросы? Ботагөз Бірәліқызы, мақала үшін рахмет. Өте көлемді, өте ақпаратқа толы мақала болды деп ойлаймын. Бәріне пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі аптада кездескенше сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз болмаса, біз аяқтаймыз. Сау болыңыздар.